Выстрелы в голову, светошумовые и осколочные гранаты и огромный арсенал оружия в уже классическом противостоянии спецназа и террористов. Все это огромный мир Counter-Strike. Для этих молодых людей классика шутера давно перестала быть игрой. Для них это профессиональная спортивная дисциплина. Это, как бы вам сказать, более похоже на шахматы. Надо думать, стараться реализовывать свой интеллект, проявить какой-то талант, не знаю, и, соответственно, очень интересно. Есть у вас какая-нибудь тактика? Чисто командная игра. Есть игроки, которые индивидуально хороши, и, соответственно, они стараются взять всю игру на себя, но у нас более командная игра. Турниры по этому трехмерному шутеру проходят по всему миру, не исключение и Ингушетия. В регионе с 2018 года открыта Федерация компьютерного спорта. Наши ребята, несмотря на сравнительно небольшой опыт, добились в этом направлении неплохих результатов. В марте успели провести чемпионат республики, где отобрали сборную для того, чтобы участвовать на чемпионате России. Можно сказать так, это был первый поход Республики Ингушетия на чемпионат России. Это, можно сказать, такая своего рода победа для нас. Вторая победа, можно сказать, это самая большая сборная вообще из всех субъектов России. 28 человек было собрано на чемпионат России. Также у нас стал бронзовым призером первый сборник ингуш Игиев Юсуп, никнейм Фортуна. В дисциплине соревновательная головоломка, это игра Clash Royale. Такие достижения мы на данный момент добились. Сейчас пытаемся развивать наше комьюнити, больше говорить о киберспорте, для того, чтобы на официальных турнирах, на чемпионате России, на Кубке России, на международных турнирах, чтобы чаще и больше выступали наши. Турниры под эгидой Федерации киберспорта в Ингушетии проводят с завидным постоянством. Сегодня прошли полуфиналы и финалы регионального турнира по CSGO. В финал вышли две команды – Everybody и BugsGG, игроком которой, а также одним из спонсоров турнира является известный футболист Зелимхан Бакаев. Игрок питерского «Зенита» – большой поклонник этого шутера. Уже долгое время играю. Можно сказать, любимая игра. А спонсором решил стать, у меня есть друг, он меня познакомил с ребятами там, в TeamSpeak. И там много наших играет ребят, и ингушей, чеченцев. Интересно стало, почему бы этот турнир не сделать. Собрал команду, у меня 4 хороших игрока, которые, можно сказать, тащат. Я не настолько хорош, потому что не так много уделяю игре. Но, можно сказать, команда хорошая у меня. С каждым годом все больше молодежи отдает предпочтение киберспорту. В Ингушетии это направление молодежное, так как старшему поколению трудно объяснить, что это не просто развлечение и трата драгоценного времени, а по-настоящему спортивная дисциплина, благодаря которой можно зарабатывать, занимаясь любимым делом. Чемпионами по итогу турнира стала команда BugsGG. Счет 2-1 говорит о тяжелом противостоянии, или, как говорят все киберы, на тоненького. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.